Какие виды поддержки малого и среднего предпринимательства предлагает государство и Республика Коми? Как получить такую поддержку? Ответы на эти и другие вопросы представители Сосногорского бизнес-сообщества смогли получить на встрече с представителями регионального министерства экономического развития и различными структурами республиканской поддержки предпринимательства. Встреча состоялась в конференц-зале администрации района. В начале мероприятия глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко рассказал о поддержке бизнеса в нашем муниципалитете. В рамках реализации муниципальной программы развития экономики субъектом МСП оказывается финансовая, имущественная и информационно-консультационная поддержка. Ежегодно муниципалитет принимает участие в проекте «Народный бюджет» по направлению «Малое и среднее предпринимательство» и агропромышленный комплекс. Также в этом году по результатам конкурсных процедур из бюджета района двум субъектам МСП выделено порядка 200 тысяч рублей с целью возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования для шиномонтажа и производства мясных полуфабрикатов. На базе Сосногорской библиотеки в нашем городе функционирует информационно-маркетинговый центр предпринимательства, в котором предприниматели могут бесплатно получить доступ к системе «Консультант Плюс», а также специалистами этого центра регулярно проводятся мероприятия и консультации для желающих открыть свое дело. Как рассказал Сергей Дегтяренко, по состоянию на 10 ноября в нашем районе зарегистрирован 891 субъект малого и среднего предпринимательства. Из них 671 индивидуальные предприниматели и 220 предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно данным налоговой инспекции, по состоянию на 1 июля текущего года на учете в Сосногорском районе состоит 811 самозанятых физических лиц. Глава особо отметил, что администрация всегда готова помочь жителям района, которые уже открыли или только решают открыть свое дело. Государство тоже в стороне не останется. Тем более по 2024 год действует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Об этом рассказали представители Минэкономразвития. Основной блок поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта реализуется через инфраструктуру поддержки предпринимателей. Это наши уважаемые коллеги, которые сегодня приехали к вам, организации инфраструктуры. Центральным звеном инфраструктуры у нас созданы по всем регионам России региональные центры «Мой бизнес», через которые и осуществляется широкий комплекс услуг для предпринимателей. Все услуги доступны на сайте moybiznes11.rf. На встрече обсудили все виды поддержки, от гранта до лизинга. Не обошли стороной и информационное обеспечение. Каждый участник встречи смог получить ту информацию, которая ему нужна. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Вести Тимана, Сосногорск. В Доме детского творчества состоялся концерт ансамбля русской народной песни «Молодая канарейка». Выступление юные артисты посвятили народному празднику Кузьминки. В представлениях восточных славян в этот день провожают осень и встречают зиму. Его отмечали всегда 14 ноября, по старому календарю 1 ноября. Это мы провожаем осень и встречаем зиму. В этом году прямо у нас совпало. Мы в понедельник, у нас последний день осени был, возможно, по нашей погоде, и уже наступили такие морозы. В это время были покровителями Кузьма и Демьян. Они покровительствовали кузнецам-мужчинам и женщинам-рукодельницам. У нас этот праздник проходил ранее очень давно. Я хочу, чтобы дети и люди нашего города знали эти традиции, обряды и старые праздники. По традиции в этот день было принято обмениваться подарками. Девушки устраивали вечеринки. За несколько дней до праздника они снимали избу, собирали продукты и варили напитки. На Кузьминке женщины начинали заниматься пряжей, а кузнецы в этот день не работали. Эти и другие традиции вспомнили участники ансамбля «Молодая канарейка». Гости дорогие, проходите, будьте как дома. Участники праздника вспомнили не только народные песни и танцы, но и загадки, на которые нашли ответы юные артисты. А
опустели наши грядки. Огород и сад в порядке. Ты, земля, еще рожай мы собрали. Урожай! Верно. Напомним, в ансамбле «Молодая канарейка» работают 3 группы, в которых занимаются дети от 5 до 16 лет, а также группа выпускников, всего около 50 человек. Для каждого возраста свои песни. Занимаемся мы уже 3-й год. Ну, там немножко ковид нам подпортил, конечно, занятия. Вот. Деткам очень нравится, а моему сыну тоже нравится. Учим песни, конечно, очень интересные песни. Многих я даже как бы и не знала. Вот такие песни есть вообще в народе. Вот. Очень нравится, что Оксана Сергеевна поддерживает традиции, как бы старые праздники. Вот, допустим, Кузьминки, да, сегодня. Это же очень старый праздник, славянский. Я тоже, кстати, о нем не знала, пока она не сказала. Выступление коллектива всегда праздник, и не только для сосногорского зрителя. За более чем 2 десятилетия ансамбль покорил просторы России. У коллектива более 100 наград, а репертуар насчитывает огромное количество обрядовых, плясовых, лирических русских народных песен. Ансамбль русской народной песни «Молодая канарейка» хорошо известен сосногорцам. Постоянно выступает на торжественных городских мероприятиях и становится призером и победителем различных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов. Выступления всегда зажигательные и яркие. Сегодня ансамбль удивил зрителей абсолютно новыми вокальными номерами и уже полюбившимися с прошлых лет. Представил разнообразные танцевальные элементы, пластику и красивейшие разнообразные и стилизованные костюмы. Хочется отметить самых маленьких участников коллектива. Они сегодня с такой ответственностью, искренностью и трепетом выступали на сцене. Ребята сегодня создали потрясающую атмосферу, и мы, конечно же, с нетерпением будем ждать следующих концертных постановок. Уже скоро «Молодой канарейке» исполнится 25 лет. Артисты с нетерпением ждут юбилея и готовят множество сюрпризов для жителей Сосногорска. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Прокуратура города Сосногорска на регулярной основе осуществляется прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности. Прежде всего, прокуратура города осуществляет надзор за соблюдением сроков оплаты государственных и муниципальных контрактов. По каждому факту устанавливаются причины образования задолженности, принимаются меры прокурорского реагирования. Так, в 2022 году в отношении должностного лица органа местного самоуправления, имевшего реальную возможность оплатить исполнение муниципального контракта по теплоснабжению, возбуждено административное производство по части 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования должностное лицо привлечено к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. Всего в 2022 году внесено 10 представлений по фактам задолженности по исполненным муниципальным и государственным контрактам. 8 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Органами местного самоуправления, государственными учреждениями приняты реальные меры к взысканию дебиторской задолженности, а также погашению образовавшейся кредиторской задолженности. Всего по итогам прокурорского вмешательства погашена задолженность в размере 22 миллионов рублей по муниципальным контрактам. В настоящее время прокуратура города на контроле стоит ситуация по погашению задолженности по оплате государственных контрактов в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми Сосногорская центральная районная больница, в администрации городских поселений Нижний Одес и Войвож, в Комитете по управлению имуществом, а также в образовательных организациях, подведомственных управлению образованием. Кроме того, прокуратура города на постоянной основе осуществляется проверка соблюдения контролирующими органами федеральных законов о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора. Так, в 2022 году по жалобе субъекта малого бизнеса прокуратурой города проведена проверка в ОМВД России по городу Сосногорску, в ходе которой установлен факт проведения незаконной проверки. В связи с выявленными нарушениями в адрес полиции внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо полиции привлечено к дисциплинарной ответственности, а права
законные права и интересы субъекта предпринимательской деятельности были восстановлены. В прокуратуре города проводятся проверки также предоставления государственного и муниципального имущества, порядка рассмотрения обращений субъектов предпринимательства, на постоянной контроле прокуратуры, реализации приватизации муниципального имущества, предоставления мер поддержки по государственным и муниципальным программам. Кроме того, с апреля 2017 года прокуратура города каждый вторник, первый вторник каждого месяца организован Всероссийский день приема предпринимателей. В прокуратуру города могут обратиться любой субъект предпринимательской деятельности с жалобой или заявлением, а также с заявлением о разъяснении действующего законодательства. Кроме того, субъекты предпринимательства могут подойти в любой другой рабочий день прокуратуры города с заявлением за защитой нарушенных прав, свобод и законных интересов.